Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Мой мужчина. Как он меня видит, что обо мне думает и что ко мне чувствует. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину и давайте узнаем. Лично у него сделаем вызов и узнаем, что он думает, что он чувствует и какой он вас видит. Я надеюсь, что вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы помогут моим рукам, пусть кровь, то, что сейчас скрыто, не то, ничего. Так, давно не было таких прекрасных отсыпок. Очень мило. Невероятно мило то, что я вижу. Ну, дай Бог, чтобы эта отсыпка подошла вот всем тем девчонкам, которые зашли на мой канал именно конкретно на это видео. Мужчинка тот вышел после какого-то тяжелого этапа своей жизни. Что-то вот ему в жизни не везло, не получалось, не складывалось ни по жизни, ни с вами. Планы, мысли были грандиозные, но наткнулся на какое-то жесткое сопротивление. Здесь и на работе могли быть какие-то обломы, какие-то препятствия. Здесь могли быть очень серьезные потери у мужчины. Терять он мог как и деньги, так и положение. Возможно, даже по здоровью какие-то потери у него произошли. Но, тем не менее, это ситуация прошлого. Почему я это все рассказываю? Потому что мне вот именно конкретно показали. Человек встает. Чуть ли не, знаете, вот как с могилы встает. Кто-то его уже хоронил. Вот говорили, да, все, пропащий, да не будет с него никакого толка. Там забудь, там не думай, не смотри, там не выберется, не выкарабкается. Да, вот какие-то такие вот в его сторону кидали эпитеты, да, там выражения, слова. То есть это было в его жизни. Возможно, вы и сами таких мыслей, да, там, такие мысли, вернее, залетали в вашу головушку. Но это дело прошлое. Сейчас у мужчины начинается новая полоса, новая страничка, новый этап в жизни. Обновление ждет этого человека. Он уже ступил на путь этого обновления. И чем дальше он будет идти, тем больше будут набираться обороты. У него будет получаться все лучше и лучше. Он будет вставать все, знаете, как прочнее на нашу землю. И дальше будет развиваться и идти. Мне показали будущего этого мужчины. Это будущее прекрасное. Вот он стоит, смотрите. Видите, он стоит. В одной руке он держит, вот смотрите, горцующая лошадка. Он ее держит за гриву. Видите, вот голова лошадки, вот хвостик, и вот они ножки. А с другой стороны, он очень четко опирается на жезл. И жезл пустил корни. Это замечательные знаки. Вот особенно если гадать на человека конкретно, да, то это говорит о том, что человек добьется всего и даже больше. Жезл, который пустил корни, говорит о том, что будет дело такое мощное, конкретное, не на года, а чуть ли не на века, да, то есть он там деткам будет передавать по наследству. Это дело будет разрастаться, увеличиваться. Лошадка, которую он поймал, это популярность, это известность, это прогресс, это высокое положение в обществе, как следствие, да, вот карьера. Имя громкое, может быть, он у вас там в будущем депутатом станет, да, либо там, губернатором, да, либо каким-нибудь там важным очень человеком. То есть все возможно. Будущее этого человека прекрасно. Это то, что касается его. Теперь смотрим на вас. Вы в этом человеке, вы и любили, и сомневались, и радовались, и расстраивались. Вот все было, все уже прошли, все уже поиспытывали. Но любовь, она сильнее, ваша любовь к нему сильнее, чем все то, что нехорошее было между вами, да, либо там могли быть какие-то острые моменты. Смотрите, девчонки,
у него сейчас полное какое-то идет переосмысление, меняется все и меняется сразу. До мужчины наконец-таки стало доходить, что вы награда. Вот как ни крути, вы награда от высших сил. Вы вот даже нелюбимая, да, нелюбимая женщина, а вот самый настоящий верный друг, что именно вам нужно доверять, именно вас нужно слышать, прислушиваться к вам, опираться на вас, да. Вот вы никогда не будете лицемерить, вы никогда не обманете, вы никогда не предадите. Все то, что вы ему говорите, это правда. Правда. Вот другие люди играют, там лицемерят, подхалимничают, какие-то свои там интересы пробивают, продвигают. А вы нет, вы не такая, и такой никогда не были и не будете. Вот он начинает вспоминать ваши слова, он вспоминает ваши какие-то разговоры, может быть, не самые там лицеприятные разговоры. И вот всплывает, да, Боже, какой же дурак, надо было ее слушать, надо было к ней прислушиваться, надо было ее понимать, надо было идти к ней навстречу, наоборот, там, я спорил, там, вел себя как идиот. Вот это начинает всплывать. И это очень хороший момент, да, это очень хорошее направление вот, в ходе его мыслей. Чем больше он об этом думает, тем более вы у него в глазах, да, и ваш образ, он как будто бы, знаете, вот святость пребывает. То есть вы такая уже там с нимбом подсвеченным, там, с крылышками, да, за спиной. Вот, это замечательно. Замечательно. Он видит вас больше, чем женщину. Он видит вас больше, чем любовь, там, интим и прочее. Придет такое время, когда мужчина вам все это расскажет сам. Не я вот вам рассказываю, да, а он сам вам все это расскажет. Вы дождетесь этого момента. Это будет невероятно приятно. И это не главное. А главное то, что он вести себя по-другому будет. Он, понимаете как? Вот желание такое дать вам все, чего не дал. Дать то, чего вы достойны. Вот будет работать, будет выкладываться, будет там, знаете, как из кожи вон выпрыгивать, чтобы скомпенсировать то, что было, например, им зажато в какой-то момент для вас, и в то же время еще и добавить, да, чтобы показать, да, ты моя королева, ты моя все, пожалуйста, все к тебе, все к твоим ногам. Сказать, что он вас любит, этого мало. Я не могу подобрать то слово, которое опишет его чувства. Это больше, чем любовь, это больше, чем преданность, это больше, чем дружба. И тут желание, знаете, как там, стать вашим, опять же, не могу подобрать слово, ангелом-хранителем, возможно, тем, кто свою жизнь посвятит вам, да, вот вашим каким-то верным слугой. Но опять же, это не про там, прислуживание, а именно вот желание посвятить себя вам, как поблагодарить за то, что было, за то, что вы для него делали, либо за то, что вы вообще в принципе, да, свое драгоценное время на него тратили, обратили свое прекрасное, там, бесценное внимание, да, уделили его скромной персоне. Чувства очень сильные, и эти чувства, они каждый день прибывают, его наполняют, и он как бы расцветает вот в душе, в сердце, какой-то невероятный прекрасный цветок, и имя этому цветку — это ваше имя. Вот. Девчонки, тут все еще только начинается. Здесь прекрасная история вышла. Вот если мы посмотрим, да, у нас в центре рисунка это чаша, а в чаше двое, и между этими двумя людьми путь, совместный путь. Это чудо. Это семья, это любовь, это замечательное будущее вдвоем. И никто уже не будет вам тут мешать, препятствовать. И мужчина будет делать все, чтобы создать прекрасный мир, в котором бы вы себя чувствовали императрицей, были самой прекрасной, желанной и любимой женщиной на свете, и чтобы никто и никогда не потревожил
в ваш семейный покой, в вашу идиллию. И эти отношения будут развиваться. Вот поверьте, здесь... Но мужчина, понимаете, он любого порвет. Неважно, кто там, человек, либо сущность, либо там какие-нибудь силы. Он любых порвет, лишь бы все у вас было замечательно. Здесь будущее, здесь счастье, здесь семья, здесь брак, здесь развитие идет. А знаете, что еще вам скажу? Вот наступит тот день, когда вы вместе что-то будете делать. Вот как рука об руку, плечо к плечу, да, вот спина к спине. Такое будущее у вас идет. Вы как-то, может быть, и дома как-то вместе, и на работе вместе будете работать. То есть от вашего союза родятся какие-то прекрасные дела, там детки могут прекрасные, да, у вас пойти. Ну вот кроме деток, да, вот может быть бизнес какой-то совместный, может быть какой-то совместный проект. Что-то будет рождаться вот прям очень благостное, очень прекрасное. Дай Бог, чтобы поскорее это все у вас произошло. Вы замечательная пара и с таким невероятным будущим. Мужчинка вас еще будет и удивлять, и радовать. Девчонки, не ищите подвоха. Подвоха здесь нет. Каждый человек может поменяться. Главное было бы желание. У вашего мужчины желание это есть. Он уже свое отстрадал. Вот пережив все то, что было, он поумнел, он приобрел то, что было не нужно, он потерял, но остальное идет ему во благо. У вас с этим человеком очень многое связывает. Тут и сила рода, тут и высшие силы постарались. Все идет по плану, все у вас будет замечательно. Доверьтесь высшим силам. Ну и, конечно же, доверяйте своему мужчине. Вот поверьте, он готов ради вас и жизнь отдать, лишь бы вы были счастливая и благостная. Вот в таком настроении он перебывает прямо сейчас, в этот самый момент. На этом, мои хорошие, все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.